Больше зух за Миколая Лукашенку. 16-гадовага сына кіраўніка Чачэніі Адама Кадырова прызначылі куратарам батальёну імя шейха Мансура. Пра небывалы кар'ерны рост дзяцей дыктатараў наш наступны сюжэт. Мае 10 узнагародаў і на сваё 16годдзе стаў куратарам вайсковай адзінкі. Батальён імя шейха Мансура ўваходзіць у склад Міністэрства абароны Расіі і бярэ актыўны ўдзел у вайне супраць Украіны. Камандуе чачэнскім падраздзяленнем фігурант справы аб забойстве Барыса Нямцова Руслан Еремеев. Шматлікія ўзнагароды і высокія пасады ў чачэнскіх структурах Адам Кадыров пачаў атрымліваць пасля таго, як ягоны бацька Рамзан Кадыров апублікаваў відэа, на якім падлетак збіваў у СІЗА Мікіту Жураўля. Апошняга расійскія ўлады абвінавачваюць у абразе пачуццяў вернікаў публічным спаленнем Карану. Адам Кадыров не першае дзіця дыктатара, якому давяраюць кіраўнічыя ўрадавыя пасады, тытулы, званні, ордэны і зброю. У жніўні 2020 года 15-гадовы сын Александра Лукашэнкі Мікалай разам з бацькам бегаў у бронекамізэльцы і з аўтаматам Калашнікава. Прысутнічаў малодшы Лукашенка і на так званай сустрэчы са зняволенымі апазіцыянерамі ў СІЗА КДБ. Летась пераняў прэзідэнцкую ўладу ад бацькі Туркменбашы Сердар Бердымухамедаў у Туркменістане. Па-за канкурэнцыяй вядома яшчэ з даўніх часоў дзеці лідараў Паўночнай Кареі. Мабыць, выключэннем з правілаў тут можна назваць толькі Владзіміра Пуціна. Ён адзіны дыктатар, біяграфія дзяцей якога засакрэчаная. Абмяркуем тэму з Арцёмам Шапаравым, блогерам праекту «Рэальная Беларусь», які ўжо цяпер у нашай студыі. Вітаю вас. Вітаю. Ну што ж, 16-гадовы падлетак узначаліў батальён імя под шейха Мансура. И я хотела бы, чтобы вы прокомментовали самые эту новину. Ну, на самом деле тут нет ничего удивительного. Диктаторы любят награждать сами себя и своих детей, родственников. Это очень интересная тема, если сопоставить, почему у знаменитых спортсменов, боксеров, например, или легкоатлетов, дети не становятся такими же чемпионами, да, потому что это труд. То есть тут невозможно просто вот взять, как в данном случае, наградить и сказать, что он может, да, тут нужен труд. А здесь они могут. Ну, а чаму дыктатары лічаць, што такое магчыма, і ўвогуле, напэўна, гэта не адзіны прыклад. Лукашенко заўжды з Мікалаем ездзіць па канферэнцыях і прасоўвае яго як пераемніка. Так, можам прывесці прыклад таксама Паўночнай Карэі, Таджыкістану. Што гэта за тэндэнцыя адбываецца, калі дзяцей прасоўваюць? І гэта ўжо не проста пераемнасць улады, а ну, нейкія паралелі з царызмам, калі улада передается по наследству. Если говорить о Лукашенко, то изначально он использовал Колю как вторую жену. То есть, смотрите, я вот семейный человек, семейные ценности, я такой же, как и вы. Потом это переросло в то, что он захотел показать, ну, что вот у меня он есть, и вот он такой, и возможно, можно было его протолкнуть. Это как идея. Что касается, что в Огуле, да, в общем, что происходит с ними, ну, мы можем сказать, что в Огуле и потом происходит после свержения власти, да, когда так или иначе власть диктатора разрушается, они либо в тюрьмах, либо погибают. Поэтому, ну, может быть, это попытка сделать его известным, обезопасить. А может быть, в данном случае Кадырова, у него большая семья, которая возглавляет все структуры, в том числе и военные. И не исключаю, что это может быть попытка свое здоровье. Он видит, что у него оно плохое, и просто подготавливает свою семью к управлению страной. Ну, вот так. Але 16 гадоў у выпадку сына Рамзана Кадырова гэта такі ўзрост, калі чалавек ну, не паспеў атрымаць нейкі баявы досвед, патрэбны для кіравання вайсковай адзінкай. Усё ж такі, чаму няма ніякай грамадскай рэакцыі? Потому что вся громадская, все громадянство, все люди там подавлены, и оппозиции там не существует. Как таковой, есть люди несогласные, но, к сожалению, ничего нельзя с этим сделать. И вот эта показуха, которая происходит, и все люди, которые им хлопают, это все, ну, неправда, ширма. Как и в Беларуси сейчас. Лукашенко рассказывает, что его поддерживает 100% Беларусь, ну или там 85%. Но мы же понимаем, что это не так. Так и здесь. Ну, типа, ничего, они играют. Лукашенко считает, что он богоизбранный. Я думаю, что и он считает, что его Бог поставил на эту власть. Вот они и пытаются рассказать всем, что они какие-то необычные. Вот у него 16-летний сын имеет медали, да, больше, чем военный начальник, который реально там где-то на войне был.
Все просто. Посмотрите, как он ходит. Ну, глядзіце, сапраўды гэта можа выклікаць розныя эмоцыі ў ліку тых вайскоўцаў, якія ўсё жыццё прысвяцілі службе, прысвяцілі сваёй справе. Ці гэта не можа быць такім штуршком для пераменаў, штуршком, каб штосьці змяніць у гэтай сістэме? Нет, в данной ситуации нет, потому что все те, кто находятся высоко, они ставленники, и их медали примерно так же получены. Войны не было. Не было войны. Сколько? 50 лет, 40 лет, 30 лет у них не было войны, а они все в медалях стоят. Посмотрите Северную Корею. У них, по-моему, 60 лет нет войны, а они от пяток до головы в медалях. Ну, добра, калі не Паўночная Карэя, то што можа быць такім штуршком, каб грамадства паўстала, супраціўлялася гэтым? Можа быць, паглядзім на Расію, так, якая цяпер ваюе, і калі прыходзяць дамой груз 200, і людзі нарэшце разумеюць рэальную ситуацию. Вот с Россией тут немножко все по-другому. Как раз-таки люди видят, что их родные умирают, но они же тоже забирают людей из отдаленных регионов, да, то есть они стараются тоже избегать вот этих народных волнений. Но это может быть большим толчком. То есть сейчас будут выборы в России на фоне войны, которая проиграна, очевидно, ну, по крайней мере, репутационно она точно проиграна, да, то есть и потери огромные. Поэтому я думаю, что вот в России, вот это в России может дать толчок. Но это же не в России. Вы понимаете, в России вот такого открыто не происходит. Ну, быў пэўны момант, калі Колю Лукашэнку прымала грамадства і нават называлі прынцам. Ці не можа гэта згуляць адваротны эффект? Колю Лукашенко приняла общественность, потому что они думали, что он заложник у диктатора до того момента, пока он не взял автомат в руки. Как только он взял автомат в руки и вышел против белорусского народа, вопрос с Колей закрыт. Так или иначе он его взял в руки, он вышел, причем незаконно его взял в руки, да, во всех смыслах. Вот, и вышел против народа, значит, вопрос снят, он вместе с диктатором. А почему Коля учится в Китае, а не в Беларуси? В Беларуси лучшее образование, по мнению Лукашенко, а учится в Китае. Почему так происходит? Потому что он тупо боится отправлять его в университет. Снова придется куча охраны, снова проблемы, нужно будет его обелять, постоянно арбузы ходить старикам раздавать. Ну, то есть это вот стандартная пиар-компания Коли, чтобы про него не забывали. Все, он был с автоматом против белорусского народа, он будет нести ответственность за это, как и диктатор. Ну, может быть, в меньшей мере, но будет нести ответственность.